зов предков против молчаливой серой хмари, губительной для духа. Приветствую вас, мои дорогие искатели, те, кто чувствует в себе искру древнего огня, то, что мерцает сквозь века, несмотря на суету и холод современного мира. Сегодня я обращаюсь к вам сердцем, переполненным тревогой, но и с неугасающей надеждой. Мы живем в удивительное, но и тревожное время. Мир вокруг нас стремительно меняется, а вместе с ним меняемся и мы. Но меняемся ли мы к лучшему? Мой враг сегодня – это невидимая, но ощутимая сила, которая подтачивает наши корни, лишает нас уверенности и превращает нас в атомизированных, одиноких путников на пути жизни. Я говорю о той атомизации духа, которая проникает в наши души, оставляя их опустошенными и уязвимыми. Что это за сила? Это тот молчаливый туман неопределенности, который окутывает нас, заставляя сомневаться в своих силах, в своих решениях, в самой своей ценности. Это та серая хмарь, потеря уверенности, которая лишает нас ясности взгляда и внутренней опоры. Почему это недопустимо в нашей жизни? Потому что мы не просто совокупность атомов, разбросанных по безликому пространству. Мы часть великого целого. Мы носители древней мудрости. Мы наследники тех, кто строил, творил, защищал и верил. Атомизация духа – это не просто модное словечко. Это реальная угроза нашему существованию, как сильных целостных личностей. Мы окружены людьми, но часто чувствуем себя изолированными. Отсутствие глубокой связи, искреннего понимания общих ценностей – вот что делает нас одинокими, даже когда мы находимся среди других. Потеря внутренней опоры. Мир полон информационного шума, противоречивых мнений, постоянных изменений. Без прочного внутреннего стержня, без понимания своих корней и своей сущности, мы становимся легкой добычей для сомнений и страхов. Неуверенность в своих силах, когда мы не чувствуем связи с собой, со своими предками, силами природы, которые всегда были нашими союзниками. Наша уверенность тает. Мы начинаем сомневаться в своих способностях, в своем праве на успех, в своем предназначении. Жертвенность без понимания, неопределенность и потеря уверенности часто ведут к позиции жертвы. Мы начинаем винить внешние обстоятельства, других людей и судьбу, вместо того, чтобы взять ответственность за свою жизнь и найти в себе силы для перемен. Но мы потомки древних пруссов. Мы те, кто слышал шепот древних лесов, кто чувствовал силу земли под ногами, кто чтил великую мать и диких духов. В нас течет кровь воинов, мастеров, мудрецов. Мы не должны позволить этой серой хмари поглотить нас. Против чего я борюсь? Я борюсь против лживого молчания, против тех, кто заставляет нас молчать о своих истинных желаниях, о своих сомнениях, о своей боли, разрушительной неопределенности, против той неопределенности, которая не вдохновляет на поиск, а парализирует страхом, обесценивание духовности, против того, что духовные поиски, связь с предками, уважение к природе считаются чем-то устаревшим или неважным, синдрома жертвы, против этой пассивной позиции, которая лишает нас силы действовать и менять свою жизнь, потери связи с собой, против того, что мы забываем, кто мы есть на самом деле, теряя связь со своими корнями и своей внутренней силой. Какую идею я отстаиваю? Я отстаиваю восстановление связи, связь с собой, глубокое самопознание, принятие себя, раскрытие своего истинного потенциала, связь с предками, почитание наших корней, извлечение мудрости из прошлого, обретение силы через память, связь с природой, ощущение единства с землей, водами, ветрами, лесами, нашими древними союзниками, связь друг с другом, создание сообщества, где мы поддерживаем друг друга, делимся опытом и вместе идем к свету. Связь с древними символами, использование прусских языческих рун не как декорация, а как ключей к нашей внутренней силы, как проводников древней мудрости. Аргументы против атомизации духа. Сила в единстве. Человек, связанный со своими корнями, с природой, сообществом, неуязвим. Он обретает внутреннюю силу, которая не зависит от внешних обстоятельств. Ясность через древность. Древние символы, такие как прусские руны, несут в себе концентрированную мудрость. Изучение и применение их помогает нам обрести ясность, увидеть истину за пеленой иллюзий. Уверенность через самопознание. Когда мы понимаем свою историю, свои корни, свою внутреннюю природу, мы обретаем непоколебимую уверенность в себе. Действие, а не ожидание.
Вместо того, чтобы ждать, пока неопределенность рассеется, мы обретаем силу действовать, создавать, менять мир вокруг себя. Мы не должны быть безликими частицами в хаосе. Мы потомки великого народа, в нас течет кровь тех, кто знал, как жить в гармонии с миром и с самим собой. Если вы чувствуете, что эта серая хмарь окутывает вас, если вы устали от неопределенности и потери уверенности в себе, если вы чувствуете зов предков, прислушайтесь к нему.